Sabahınız hayır olsun. Saygılı dostlar. Sabahınız hayır olsun saygılı dostlar. Bugün sizinle 8. üretimiz var. Bilirsiniz biz öğreniyoruz artık işlikleri. Gagavuzlar da yaparlar yanlışlık. Kimi kere bilmiyoruz. Nasıl şimdiki zaman şimdiki zaman işlikleri bir e ile mi yazılacak yoksa iki e ile mi yazılacak? Onları kimi kere bilmiyoruz, yanlışlık yaparız ama pek kolay dostlar bu iş. Дорогие друзья, сегодня 8-й урок у нас, и мы остановились на глаголах настоящего времени, где мы используем букву то есть с шапочкой. Это буква да, помним. И, значит, начинаем наш урок. Мы должны знать, когда пишется одна е, а когда она пишется два е или два да, друзья? Итак, повторим. Это мы прошли на 7-м уроке. Но сегодня будем более подробнее остановимся на этой теме. Ben içerim. Вспомнили, да? Аффикс им. Ben içerim. Sen içersin. Ты пьешь. O içer. Он пьет. Biz içeriz. Мы пьем. Siz içersiniz. Они пьют. Вы пьете. Ошиблась. Siz içersiniz. Вы пьете. И onlar içer. Или onlar içerler. Они pьют. Друзья, eğer işlik konsonla biterse yer ya da er yazılır. Konsonla. Konson ne bizde dostlar? Konson согласные. Консон согласные. Вот р, л, к, т, р, к, р. То есть согласные буквы, да? Согласные звуки. Это консон. Если слова, корень слова заканчивается на консон, то мы туда добавляем аффикс настоящего времени. Вон он, или же еш. Это зависит от гласных, которые имеются в слове. Да? Например, вот слово görür, видит, görür. Корень слова gör. Помните, мы говорили повелительная форма глагола изин çalımı. Gör, видь, увидь, gör, увидь. Это повелительная форма глагола. Görür, он видит. Он видит. О görür. Вот gör. Слово заканчивается на консон, на согласное, поэтому сюда мы добавляем аффикс ir. Мягкий гласный и мягкий гласный, да, друзья? Görür. Получается görür вот таким образом. Gül, улыбайся, смейся. Gül, güler. Он улыбается, да, друзья? Он. Или она. Pançu güler. Simu görer. Анна görер. Gelir. Пожалуйста. Гель, мягкий, гель. Заканчивается на иди, да? Гель, иди. Заканчивается на согласное, поэтому сюда один присоединяется. Гелер, гелер, гелер идет. Он идет, она идет. Дöker. Тоже согласное и аффикс Дöker. Сад продавай. Dök. Налей. Полей, налей. Сад продай. Сатер он продает. Твердое гласное и, пожалуйста, твердое окончание с твердым гласным. Сатер. Сор. Сорер спрашивает. Бак. Бакер. Бак. Бакер.
Бак, смотри. Бакер смотрит. Бар, кричи. Бар, бар, кричи. Барер кричит. Та же самая ситуация, друзья. Все корни слов заканчиваются на согласные, поэтому у нас идет аффикс «ер» или же «р». Смотрим дальше. Вот, ишлик вокаллам biterse. Если основа глагола или же повелительная форма глагола заканчивается на вокал. Вот, да? Или в большинстве случаев или да? Сесле, слушай. Сеслер, значит, вот наша эта буква которая имеется в повелительной форме глагола, сесля, слушай, превращается в и добавляется еще аффикс «р», который вот тут у нас был, да? Получается у нас два Вот, пожалуйста, вот тут все прослеживается. Сесля плюс «р». Получается сеслер. Видите? Плюс «р» и сеслер. Вот получилось. Поэтому тут пишем две буквы «е». Сеслер. Бекле. Жди. Беклер. Пожалуйста, вот окончательная форма беклер. Гюльме. Вот, пожалуйста, отрицательное. Помните, друзья, гюль. Смейся. Гюльме. Не смейся. Гюльме. И помним, что всегда в отрицательных, глаголах, формах глагола, всегда будет два или два потому что гюльме всегда закончится или на или на Поэтому гюльме, гюльмер. Пожалуйста, видите, вот окончательная форма. Гюльмер не смеется. Он не смеется. Ишле, работай. Ишлер, пожалуйста, посмотрите. Топла, собирай, собери. Топлер, пожалуйста, посмотрите, твердые гласные, и поэтому твердые гласные в суффиксе, в аффиксе. Топла, топлер, вот окончательная форма. Ала, плачь. Ала, плачь. Алер. Два тут у нас и два тут. Алер, он или она плачет, да? Вот окончательная форма. Алер. Бала, завяжи, привяжи. Бала. И, пожалуйста, балер. Два Балерым. Балер. Он завязывает. Бен балерым. Бен балерым. Идет аффикс им. Бен балерым. Анна. Пойми. Понимай. Аннер. Понимает. И вот последняя форма. Аннер. Он понимает. Два Н. Обратите внимание. Сарадандыш. Сарадандыш исключение тут, друзья. Бу. Души. Бу. Буэр. Слово заканчивается на у. И р идет. Буэр. Буэрым. Это нужно запомнить. Ду. Родись. Дуэр. Рождается. Дуэром рождаюсь. Поняли, да? Это исключение, это нужно нам запомнить. Идемте дальше. У, И, Ü, У. После них идет ер и ер. Ер, где ер и ер. Саер доит. Дой. Доить корову, да? Это повелительная форма глагола. Дой. Даи корову, да? Даи. И саерым. Он доит. И я даю корову. Саерым. Я. Иди, дождь. Это о дожде, друзья. Дождь идет.
Я ер. Идти о дожде. Я. Повелительная форма глагола о дожде. Идти. Я ер. Дождь идет. Обратите внимание, как пишется. Кору. Вот слово заканчивается на у, то есть на гласную. Кору и коруер. То есть, друзья, если наши слова заканчиваются на а, у, и, ü или у, то идет аффикс. Ер или ер. Кору береги, коруер бережет. Коруер, так и пишется, посмотрите. Солуер, солу дыши, солуер дышит. Солуер. Почему Потому что у нас все тут твердые гласные, да? Поэтому тут тоже твердое Каши. Кашима чесать. Каши чеши. Кашиер чешет. Кашиер. Обратите внимание, как пишется. Каши плюс аффикс ер. Юрю. Плести или же вязать. Вяжи. Вяжи. Юрюер. Вяжет. И еще и юрме есть. Ходить. Для маленьких младенцев, которые только начинают ходить. Юрьер. Юрме. Юрме. Значит, вязать, а юрме в данном случае о ребенке ходить. Первые шаги делать. Юрьер. Юрьер. Ходить. Он ходит. Юрьерим. Я хожу. Юрьерим. Ериер. Тает. Ери тай. Плюс ер. Аффикс ер. Ериерим. Çürü. Гнить, да, чурюме, гнить. Чурю. Повелительная форма глагола. И чурюер. Что делает? Чурьер гниет. Чурюер. Дü бить. Дюер бьет. Да? Обратите внимание. Ги одевай. Гиер. Гиерим. Одевайся. Одевается. Одеваюсь. Вот. Гиерим. Я одеваюсь. Посмотрим дальше. Ben gelirim. Ben toplarım. Gelirim оканчивается на согласный звук. Поэтому один будет, да? И плюс еще ben. Аффикс им, да? Ben gelirim. Ben toplarım. Топла. Это будет повелительная форма глагола топла. А превращается в а тут еще и аффикс есть р. Поэтому получается 2 Toplarım. Ben toplarım. Gelmeyelim. Отрицательное, да? Gelmeyelim. Помним, что в отрицательных всегда 2 или 2 будет. Toplamıyorum. Ben toplamıyorum. Не собираю. Значит, это идти, приходить. А это топлама, собирать. Написали, да, значение? И тут уже вопросительное. Я иду, gelirim mi? Toplarım mı? Я собираю. То же самое, да? И еще друзья, тут поставьте вопросительные знаки. Вот тут их нет. Поставьте вопросительные знаки. Gelirsin mi? Ты идешь? Сначала посмотрим. Gelmeyelim mi? Я не иду. Я не иду. Toplamıyorum mı? Я не собираю. Обратите внимание. Тут 2 так как у нас отрицательная форма. Плюс тут у нас гласные мягкое, поэтому 2 гласных. У нас. И тут то же самое. Топла, твердое, и 2 потому что отрицательная форма. Toplamıyorum. Друзья, тут уже вам понятно. Sen gelirsin, sen toplarsın. O gelir, o toplar. Biz geliriz,
Biz toplarız. Siz gelirsiniz. Siz toplarsınız. Onlar gelir или onlar gelirler. Onlar toplarlar. Собирают. Тут, значит, отрицательная форма. Тут вопросительная. Тут вопросительно-отрицательная. Думаю, вот это все нам читать мне не нужно. Вы сами почитаете и запомните. Главное понять логику. Думаю, вам понятно. Идемте дальше. А тут посмотрите, консон dönmesi var, друзья. То есть Т переходит в Д. Вот git – иди, gider – идет. Git – gider. Обратите внимание, Т перешло в Д. Et – делай. Et. Eder. Eder – делает. Т перешло в Д. Дат – пробуй. Дадер – пробует. Т перешло в Д, друзья. Это нам нужно запомнить. Идемте дальше. Örnek. Например. Ben evde kitap okuyorum. Друзья, оку – повелительная форма глагола читай. Окуер – аффикс ер. И личный аффикс им. Окуерым. Я, ben, вот она, да? Ben okuyorum. Ben evde kitap okuyorum. Ляна hem Симу aga. Симу aga, дядя, да? Ляна hem Симу aga sokakta laf ederler. Два человека. Onlar получается, да? Они, да? Они на улице разговаривают. Ляна hem Симу aga sokakta laf ederler. Laf et. Видите? Laf et. Et. Вот она. Et. Laf et. Делай слово, да? Так получается, если так перевести дословно. Laf et. Делать слово. То есть говорить. Наше вот et перешло в D. Laf ederler. Biz bugün işe gideriz. Biz, мы, да? Поэтому аффикс is получился у нас. Помним, да, это? Biz gideriz. Biz bugün işe gideriz. Мы сегодня идем на работу. Sen her sabah yemeği yersin mi? Sen her sabah yemeği yersin mi? Ты каждое утро. Каждое утро. Кушаешь? Kuşayır. Ты каждое утро кушаешь? Onlar gagauzca bilirler mi? Они по-гагаузски знают? Знают. Они по-гагаузски знают? Биль заканчивается на согласное, поэтому один только у нас. И так как тут мягкое гласное, поэтому тут тоже мягкий аффикс получается. И дальше то же самое все подстраивается под эту букву. Видите, мягко, и все пошло мягко. Хорошо, идемте дальше. Her gün süt içersin mi? Her gün, каждый день. Her gün, каждый день. Her gün süt içersin mi? İç, пей. Ичер он пьет. Ичерсин это уже ты, да, друзья? Ичерсин. Помните? Сян, ичерсин, ми. Поэтому тут можем мы не написать сян. Но вот этот аффикс нам даст знать, что тут речь идет о втором лице. Ичерсин ми. Ичерсин ми. Siz kağıt okumarsınız. Kinoya bakarsınız. Siz кият окумерсенес. Вы не читаете книгу. Вы не читаете. Окумерсенес. Вы. Вот, пожалуйста, аффикс сенес. Помним, да? Аффикс сенес. Сис, кият, вы книгу не читаете. Окума. Посмотрите, вот корень слова. Окума, не читай. Тут должно быть а, да? Но мы уже его превратили в
Значит, в настоящее время, глагол настоящего времени получается окумерсенес. Отрицательное, да, окума, так как идет тут уже отрицание есть, и аффикс эрсенес. Р плюс окумер. Ага, реза пропустили, друзья, допишите ре. Или я его сейчас стерла. Окумерсенес. Киноя бакерсенес. Киноя. Смотрите фильм. Бакерсенес. Бак. Смотри. Р аффикс плюс аффикс сенес. Вы не читайте книгу, смотрите фильм. Sevda Demir şkolaya giderler mi? Gitmeyerler mi? Pardon, gitmeyerler mi? Тут должна быть буква Э. Сейчас вы точки допишите, друзья, сверху. А я тут скопирую быстренько. Вот так вот. Sevda Demir şkolaya gitmeyerler mi? Sevda и Demir в школу не ходят. Gitme. Вот отрицательный. Gitme. Должно быть. Превращается в е. И получается у нас аффикс иер. Друзья, обратите внимание. Gitmer. Аффикс третьего лица, да? О gitmer. Но оно вот всегда стабильно. Ben gitmerim, sen gitmersin. Вот gitmer, оно повторяется. Да, мы на предыдущем уроке тоже это проходили. Gitmer. Аффикс. Форма третьего лица, да? Форма настоящего времени третьего лица. Gitmer. Но мы вот это, на эту форму добавляем еще и ляр. Если это оннар, да, их двое, да, они. Onlar şkolaya gitmeyerler mi? Не идут ли они в школу? Поняли, да, друзья? Aşağıdaki boşlukları doldurun. Заполните. Пустые. Пустоты, скажем, да, boşlukları doldurun. Aşağıdaki внизу. Значит, aşağıdaki boşlukları doldurun. Заполните пустые места, которые есть снизу, внизу, да? Ben kıvırma, sen кывырма, seversin. И вот тут еще и вопросе, значит, будет еще и ми, друзья, да? Поняли, да? Значит, тут sen, если тут sen, это ты, да? Sen кывырма, seversin. Ми, обратите внимание, seversin ми. Посмотрите вверху, если кто-то не запомнил, посмотрите, как это делается. Пожалуйста, заполните, сделайте это упражнение. Я сейчас кывырма, значит, это по-молдавски плачинта. Кывырма – это такой, как скажем, пирог. Из творога, из брынзы бывает из других компонентов. Сладкие бывает. Кывырма. От слова кывырма – крутить. Кывырма. Хорошо, друзья, идемте дальше. Сейчас я вам еще выберу пятый, посмотрим. О сокакта ашик ойнер, да, друзья, ойнер. Две буквы допишем, да, потому что ойна, повелительная форма глагола, ойна. И будет у нас два аффикса и р. Вот, две буквы и р. Ойнер. Да, друзья? Ойна. Повелительная форма. Играть, да? Осо как-то ашик ойнер. Он играет на улице в ашик. Игра ашик. Ашик – это кости баранины. Такие круглые. Есть такая гагаузская игра. Ашик. Идемте дальше. Давайте еще возьмем 10 сделаем с вами. А то остальное вы должны сделать сами. Yanlış avtobusa binersiniz. Bu avtobus merkezden geçmer. Yanlış avtobusa binersiniz. Вы садитесь. Вы. Вот это Подождите, пинер. Вот тут все.
С отсутствует. Pinyersiniz. Yanlış автобуса pinyersiniz. Допишите, пожалуйста, С. Yanlış автобуса pinyersiniz. Вы садитесь на другой, на неправильный автобус. Yanlış неправильный. То есть не на тот автобус, да, имеется в виду. Bu автобус merkezden geçmiyor. Этот автобус через центр не проходит, не проезжает. Geçmiyor. Geçme. Отрицательная форма. Geçme. И у нас будет два да, значит geçmiyor. Два и еще Geçmiyor. Anam beni pek özler. Anam beni pek özler. Her gün telefon ederim. Мать по мне очень скучает. Özler. Her gün telefon ederim. Звоню каждый день. Telefon ederim. Ederim. Her gün telefon ederim. Звоню каждый день. Возьмем 13. Gençler daha sık Gagavuzca laf etmeye başlar. Gençler, молодежь. Еще чаще. Daha sık. Еще чаще. По-гагаузски. Начинает. Башлама. Начинать. Начинает говорить. Башла. Повелительная формула. Начинай. Башла. Значит, будет... Аффикс заканчивается, значит, корень слова заканчивается на а. Значит, у нас будет башлер, башлер, лафетме, башлер. Два Колиде, sokakta. Колиде, sokakta oturur. Подправьте, пожалуйста, ошибку. Колиде, sokakta oturur. И Коли сидит на улице, то есть на лавочке, то есть на улице. Коли de sokakta oturur. Посмотрим еще 17. Onlar konserde gitmiyor. Onlar konserde gitmiyor. Çünkü biletleri yok. Они на концерт не идут. Gitmiyor. Так как или потому что нет билетов. Потому что нет билетов. Потому что у них нет билетов. Да? Çünkü biletleri yok. Поняли, друзья, да? Заполняем аффиксы. Ставим в правильной форме аффиксы настоящего времени. Это будет или или yersin, или или просто Ну, вы уже по правилу определитесь, как будет правильно читать. Запомните, как пишутся слова с исключением, которые... Öğrendiğiniz işlikleri cümlede kullanın. Используйте глаголы, которые вы учили. Используйте. Вот, пожалуйста, используйте в предложениях, в предложении глаголы, которые вы учили. Öğrendiğiniz işlikleri cümlede kullanın. Ben su içerim, да, друзья? Я пью воду. Ben su içerim. Вот так вот. Значит, ич было у нас. Повелительная форма глагола пей. Ичер. И личный аффикс первого числа. İçerim. Ben su içerim. Sen o kızı seversin. Ты ту девушку любишь. Север. Опять повторяется. Да, у нас всегда, друзья, значит,
в глаголах настоящего времени всегда будет север, ичер, бакер. Еще вот обращаем внимание сюда. Сен, ичер и плюс еще один аффикс син, да, который относится к сен. Сен, укз, север, син. Пишем одно е. Почему? Потому что тут у нас слово заканчивается на согласный звук. Поняли? Вот таким образом, друзья, дописываем это все. Сейчас я еще одно возьму вот отсюда, например. О чорба бейнер ми. Бейнер ми. Достаточно бейнер, потому что о, да, он или она. Она любит суп. Она любит суп. О чорба бейнер ми. Поняли, друзья? Давайте еще вот это прочтем. Тоди ресторанда кеменче чалер. Чал, значит, заканчивается на согласное, поэтому мы допишем одну букву, вот эту, да, Вот она. Вот она. И одна будет. И речь идет о тоди, значит, это будет он. О, да? О. Поэтому достаточно тоди ресторан, да, кеменче чалер. Хорошо, друзья, идемте дальше. Идемте дальше. Dostlar, тоди restoranda kemençe çalıyor. Kiminiz diyecek hani kemençe de çalıyor. Kiminiz diyecek başka türlü de ama kemençe çalma, davul, düğme, kemençe çalma. Bu en doğru forma, en eski forma. Bizim folklorumuzda da bu formalar bulunuyor. Bir mani var. Kemençe çala çala, ben bindim yüksek dala. Burada görüyoruz hani kemençe çalıyor. Kemençe de çalıyor değil. Kemençe de çalıyor. Bizde dostlar играет на скрипке. Bu Rusçanın на это влияние русского языка на эту форму. То есть в русском языке играет на скрипке, поэтому у нас тоже некоторые говорят kemençe de oynar, но oynama olmaz, друзья. Kemençe de çalır. Kemençe çalır doğru forma. Kemençe de na скрипке. Bu da yanlış forma. Bizim folklorda doğru formalar var. Biz lazım doğru formaları kullanalım. Ona göre Todi restoranda kemençe çalır. Ben her gün üniversitede giderim. Ben her gün üniversitede giderim. Я каждый день иду в университет. Giderim. Будет одна р и еще аффикс им, потому что тут бен, да? Хорошо. Дальше это предложение сделаем. Turnalar gökte uçer или uçerlar. Друзья, обратите внимание. Turnalar gökte uçer. Лар. Значит, видите, в одном предложении два аффикса множественности есть. Турналар, учерлар. Поэтому можно использовать только один аффикс. Турналар, gökte учер. Поняли, да? Уч, лети. Повелительная форма глагола. И сюда добавляется только буква одна и аффикс р. То есть буква р. Учер получается. Поняли? Идемте дальше. Sorulara cevap verin. Ответьте на вопросы. Pazar günü Тоди не yapar. Не yapar. Что делает? Друзья, глагол в глаголовском языке отвечает на глагол настоящего времени. Не yapar. Что делает? Что делает? Не yapar. Может, слышали нябер. Нябейсен, мы говорим, да, используем няберсен. Няберсен – это форма не яперсен, просто сжатая, искаженная форма не яперсен. Не яперсен – это правильная форма, литературная форма, которую мы должны говорить, произносить и писать. Хорошо.
Pazar günü to ne yapar? Можем написать только глагол dinlenir. Dinlen. Это будет повелительная форма. Dinlen, отдыхай. Dinlenir. То есть dinlenir. Dinlenir. То есть добавляем только аффикс ер. Ер. Две буквы. Санда малей бенерме. Санде нравится. Наша улица. Малей улица. Санде нравится улица. Например, нравится, скажем, бенер. Бен. Вот она форма. Бен и аффикс ер, да? Sen yazın denize gidersin mi? Ты летом на море идешь? Ты летом на море идешь? Giderim. Вот sen. То есть говорим ben giderim, да? Спрашивают вас. Sen yazın denize gidersin mi? Ты летом идешь на море? Giderim. Вот так пишем тут. Giderim. Siz Rusça anlarsınız mı? Вот Анна, друзья, понимай. Анна, значит, заканчивается на А. Когда мы эту форму ставим в настоящее время, глагол настоящего времени, то получается А превращается в и еще одно вон оно, вон они, да? Добавляем и получается анерсынмы. Siz Rusça anlarsınız mı? Вы по-русски понимаете? Анку Симую tanır mı? Tanı помним? Tanır. Tanır. Tanı узнавай. Tanır. Помнили, да, друзья? И вот тут у нас, значит, друзья, есть оку, читай, чал, играй. Или же пой. В глаголовском языке и играй, и пой. Играй на инструменте. Чал, играй на инструменте. Оку, читай, чал, играй на инструменте или же пой. Да? Сор, спроси, конуш, говори, чар, позови, гезин, ходи, прогуляйся. Лафет, говори, ги, одевай. Лафет, разговаривай. Ги, одевай. Вот эти, значит, это основы, да, основы глаголов, то есть повелительные формы глаголов. Мы их должны вставить в предложение. Конечно, мы их должны сделать так, чтобы, например, ben çalarım, sen oturırsın, biz okuyarız, да, поняли, да? Вот таким образом мы должны составить правильные, красивые предложения. Deniz Kamil kemençe çalar, вот, да? Чалер. Чал оканчивается на согласную гласную, на согласный звук, поэтому, значит, только будет две буквы вставляем. Аффикс R. И Дениз это он, Камиль, Кеменче, Чалер. Поняли, да? Давайте еще сделаю пятое для вас. Bugün Kakum'un doğum günü. Biz konuşuruz. Bugün Kakum'un doğum günü. Biz konuşuruz. Друзья, конушма имеет два значения. Конушма, первое значение пировать, делать стол красивый, вот, пировать, садиться за стол, праздновать, да. И еще второе значение говорить. Второе значение мало употреблялось до сих пор. Но когда уже, но оно в словаре, который, значит, в 1973 году вышел словарь, в том словаре это значение, друзья, есть. Конушма говорить. То есть беседовать, говорить. Поняли, да? Bugün Kakum'un doğum günü. Biz konuşuruz. Мы празднуем. Biz konuşuruz. Хорошо, идемте дальше. И у нас уже закончился урок. Значит, последнее тоже посмотрим. Şimdi Диму bizi de sokağa çağırır, наверное, да? Вот он, чар, звать. Şimdi Диму bizi de sokağa çağırır. Сейчас Диму
И нас на улицу зовет. Чар заканчивается на ре, поэтому только две буквы добавляем. Чарер. И ре. Надеюсь, друзья, вы эту тему поняли. Пожалуйста, просмотрите те правила, которые есть выше, и у нас все получится. Kalın sağlıcakla dostlar. Buluşacağız gelen haftaya. Sağlıcakla.